знаете, является результатом сотрудничества кыргызской стороны Европейского Союза и реализуется через ООН по ООН и Институт Больцмана. То есть это такой многолетний хороший проект. И его основной целью была оцифровка системы правосудия, вообще всех процессов и системы пробации для того, чтобы у граждан и у тех лиц, которые попадают в орбиту системы правосудия, были такие очень эффективные процедуры. И результаты именно в сфере цифрового развития всех процессов, уголовного процесса или системы правосудия очень хорошие. И для пробации, если отдельно сказать, то тоже выстроена система, которая позволяет и как осуществлять хороший контроль за клиентами пробации, и в то же время не допускать излишнего вмешательства в жизнь клиентов пробации. Система пробации, вообще механизм пробации настроен так, чтобы лица не находились в тюрьмах, а находились дома, но под контролем. И это помогает, конечно же, уменьшать, если очень просто говорить, уменьшать количество лиц в пенитенциарной системе, то есть тюремное население. И действительно у нас одни из самых лучших показателей в мире по уменьшению тюремного населения в Кыргызстане. Ну, это привело к тому, что у нас нет проблемы перенаселенности тюрем, как в других странах. У нас, наоборот, закрываются некоторые тюрьмы. Вы знаете, что в центре даже города Бишкек огромное количество гектаров было выделено под госипотечные дома именно за счет того, что закрылись исправительные учреждения, то есть тюрьмы там. И этот процесс, конечно, у нас очень хороший, поэтому как пример практика Кыргызстана показывается многим странам мира сейчас. По поводу обращения граждан, у нас автоматизирована новая система, это кратким СССР. В данной системе, автоматизированной системе, куда наши граждане могут обратиться в онлайн-режиме. Вся система она у нас автоматизирована. Любые жалобы в случае обращения граждан именно в Генеральную прокуратуру или любые именно областные структуры, наши сотрудники в реальном режиме могут выйти любую жалобу. Это полностью ознакомиться со всеми материалами. По поводу проведения судебного заседания в режиме недавно были внесены уголовно-процессуальный кодекс, гражданско-процессуальный процессуальный кодекс изменений, где будет отражено, что по ходатайству участников процесса и по инициативе суда судебные заседания возможно организовать в онлайн-режиме. Конечно, с учетом того, что это там же и имеется права граждан, по этой причине учтены были права граждан, права участников в случае только согласия участников процесса. И кроме того, если судом будет инициировано, если суд вынесет постановление о рассмотрении данного судебного заседания в онлайн-режиме, такие возможности уже предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе, в соответствии с требованием кодекса. Уже наши коллеги на судебной системе готовы в настоящее время показать все судебные заседания в онлайн-режиме с учетом, конечно, требований всех процессуальных норм. А по поводу цифровизации, именно хочу остановиться только именно правоохранительного органов прокуратуры. У нас вся система именно автоматизирована именно с приема граждан, с регистрацией жалоб, заявлений. Кроме того, нами Генеральной прокуратурой разработаны единые реестры преступлений, единые реестры правонарушений. Это говорит о том, что каждая жалоба в автоматизированном виде будет зарегистрирована и расследована в автоматизированной системе. Кроме того, наша система интегрирована с другими госорганами. Это говорит о том, что в реальном режиме за короткий срок любая жалоба или следователь имеет право направлять свои жалобы. Это другие органы, а именно экспертизу могут одновременно направлять свои ходатайства. Кроме того, нами сейчас идет интеграция, хотим интегрировать с адвокатской конторой ГГЮПа в данное время. Но я не могу сказать, что вся система интегрирована или цифровизирована. Как нам всем известно, сама цифровизация без конца требует изменений. И по этой причине сейчас мы новые шаги, вот именно с подписанием этой 4-й фазы, 2-й фазы, мы будем нацелены работать именно на повышение искусственного интеллекта. Бул дорболду 4 жылдан бери биз иш алып барабыз. Дорбол менен бул жерде Европейский Союз каржылап, ООН по ООН
жана институт по правам человека Людвига Больцмана деген ошолор менен чогуу иштеп көп жетишкенге жеттик. Биринчиден ушул институт пробация өнүгүп өзүнүн азыр бүгүнкү күндө ишин алып баратат. Жаңы системалар түзүлүп, информационный система түзүлүп, ошол биздин система толугу менен единый реестр преступления менен туташып, Генеральный прокуратуранын көзөмөлүндө иштеп жатабыз биз. Кылмышкерлердин ошо пробацияга чыгаргандагысы бир ошол эменин аркасында бир жеңилдиктер болуп атабы, бир түрмөдөн азайып, же болбосо аларга бир социалдык жанагы оңдоо түзүүдөгү өзгөчөлүктөр барбы? Ошо эң негизги ошол сот реформа боюнча бир моундай направлениясы, бул адамдын санын азайтуу, абактагы отурган адамдардын ошол альтернативдик чараларды колдонуу. Ошол биз именно пробация ошол альтернативдик чара колдонуп, сот тараптан ошол кайрадан ресоциализация жасап жатабыз бүгүнкү күндө. Ошол биздин жетишкендик бүгүнкү күндө 20%ке азайган абактагы отурган адамдар. Ал кишилерге, соттолгон кишилерге мүмкүнчүлүк берилет. Кайрадан өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн үй бүлө менен кайрадан социалдаштырууга. Ошондой эле процент рецидивдин пайызы, то есть кайра жасаган кылмыштар боюнча бизде эң төмөн 1%ке жетпеген процент. Пробациядагы адамдардын бир айырмачылыгын өзгөргөндөрүн байкадыңыздарбы? Байкалып атабы ошол 4 жыл мезгилде? Бизде психологдор иштеп атат, ошо психологдор оценка рисков жасап, кандай бизге биринчи кандай абалда келген, кийин 3 жылдык пробациядан кийин чыгып атканда уже ал жумушта иштеген киши болот, семья менен, үй бүлөсү менен жакшы мамиледе, бүт ошо өзүнүн чөйрөсү менен жакшы мүнөздөлүп, ошол жакшы результаттар болуп атат. Пробацияга чыккан кишилердин көзөмөлү кандай эмеде жүргүзүлүп атат? Көзөмөлдө бул сот чечимде бүт жазылат. Требования, обязанность деген бар. Ошол определенный мондой требования коюлат, талаптар коюлат и бир милдеттемелер жазылат. Могу үйдөн чыкпоо, бир жерлерге барбоо, ошондой эле 2 жолу келип профбеседадан өтүп, биздин реабилитациялык программалардан өтүү, коррекционный программалардан өтүү. Ошол милдеттемелерди бүт аткаргандан кийин адам өзү жакшы мондой кайрадан өзүнүн чөйрөсүнө ресоциализация болушу мүмкүн. И можно, пожалуйста, закончить вопрос на русском языке? Вот сказали, что департамент пробации в Кыргызстане был создан в 2019 году. Расскажите, пожалуйста, что за это время было проделано, какие реформы в системе правосудия были сделаны? За 7 лет образования, с момента образования Института пробации, мы выполнили одну из таких ключевых направлений, одну из задач – это применение альтернативных мер наказаний. То есть это, соответственно, снижение тюремного населения. Поэтому в этом направлении нам очень помогли наши международные партнеры. Финансируемый проект «Правосудие для всех» со стороны Европейского Союза, и реализуемый ОНП ООН, и также с Институтом по правам человека, это Людвига Больцмана. Мы достигли, таких результатов, как мы создали систему, информационную систему по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Также мы интегрированы на сегодняшний день в единый реестр преступлений. Все это, контролируется ежедневно со стороны Генеральной прокуратуры. И у нас, повышена очень материально-техническая база. Помогли доноры с ремонтом зданий, помещений. Также были выделены автотранспортные средства и, соответственно, оргтехника.
В общем, наше сотрудничество в рамках проекта «Правосудие для всех» достигло своих очень таких высоких результатов. И на сегодняшний день, в принципе, первая фаза она закончилась. И вот мы как бы приветствуем сегодняшнее подписание второй фазы, в которой мы будем больше упор делать на цифровизацию. Вот еще пробацию называют альтернативой лишения свободы. Вот что входит в этот список? Какие виды наказаний, преступлений относятся к этому? Первоначально, значит, в этот список входил менее тяжкие преступления, преступления небольшой тяжести, но с введением в 2021 году новых кодексов, значит, и тяжкие преступления, да, были введены под применение пробации. Это альтернативная мера пробации, то есть человек, он осуждается на определенный срок, но изучая его личность, вот, учитывая характер преступления, суды выносят решение по применению альтернативной меры, тоже на пробацию, чтобы человек исправлялся в кругу своей семьи, находился в кругу своего сообщества, в котором он, значит, живет, и он проходит определенные программы, реабилитационные программы, коррекционные программы, и начинает реинтегрироваться, ресоциализироваться. Вот за 7 лет вы говорили об успешности проекта, что снизился значительно уровень тюремного населения, но при этом как обстоят дела с кадрами? Для пробации, института пробации нужно же, это же такая комплексная работа, что с этим сейчас? С кадрами, значит, в юракадемии специальность мы открыли по пробации. В прошлом году были первые выпускники, 4 выпускника именно по специальности пробация. Кадров мы начинаем готовить. Сейчас опытные кадры, которые перешли с системы государственной службы исполнения наказаний, вот это наша база. Вот, а к ним молодые кадры поступают, они обучаются. Есть институт наставничества у нас в департаменте. Вот, также мы открыли учебный центр. Вот, в учебном центре постоянный учебный процесс проходит. В прошлом году, в 2025 году, мы ввели учебный модуль, нашу АИС пробации, автоматизированную информационную систему пробации, учебный модуль. То есть каждый сотрудник ежемесячно проходит обучение, да, в онлайн режиме. Вот вы еще упоминали про рецидив. А что скажете по этому поводу еще? Рецидив по международным стандартам, рецидив по альтернативным мерам наказания до 7%. Да? У нас на сегодняшний день около 1%. То есть если за год у нас проходит через пробацию от 13 тысяч до 15 тысяч клиентов пробации, вот, в прошлом году было совершено 140 повторных преступлений. Да? Это составляет около 1%. Да? То это очень маленький процент, если сравнивать с международными стандартами. И вот если сравнивать успешность проекта с как раз-таки опытом международных стран, то как вы оцениваете вот Кыргызстан, вот этап? Мы 2 года назад получили очень высокую оценку при отчете на площадке центра ООН в Вене, в Австрии. Вот, мы выступали, делились своим опытом и получили высокую оценку, потому что многие международные институты по правам человека, да, оценили нашу работу, наши показатели, и, в принципе, они дали высокую оценку нам. Спасибо. Калматов Данияр Алпаизович, директор департамента пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.